На какую-то минуту звенящая, бездонная тишина сковала горы. Солдаты, укрывшиеся за камнями, Мырзакул, распростертый на земле, судорожно сведенными пальцами единственной руки, нависшие скалы и далекие вершины гор, все оцепенело в напряженном ожидании. Вот-вот раздастся выстрел, и женщина с ребенком на руках рухнет на землю. Страшную эту тишину нарушил ветер. Волной прокатился он по верхам камышей, ударил Сейде в лицо и сорвал платок с ее плеч. Но и теперь ни один мускул не дрогнул на ее лице. Гнев и решимость вели ее вперед. Высоко подняв голову, прижимая сына к груди, она шла, не страшась смерти во имя высокого долга. «Стой, стой!» – с отчаянием кричали солдаты. Сжимая винтовки, они кинулись за Сейде, и в эту минуту из камышей выскочил Исмаил. Был он в рваной серой шинели. С перекошенного, измученного лица, заросшего бородой, катился грязный пот. Задыхаясь от ярости, он поднял винтовку для удара и грозно двинулся к жене. Все больше сокращалось расстояние между ними. Вот они сблизились вплотную, лицом к лицу. И он не знал прежней Сейде. Это была другая, незнакомая ему женщина. Седоволосая, с непокрытой головой, она бесстрашно стояла перед ним, держа в руках сына. И ему вдруг показалось, что она стоит высоко, очень высоко, недоступная в своем скорбном величии, а он бессилен и жалок перед нею. Исмаил пошатнулся, силой швырнул винтовку навстречу подбегавшим солдатам и поднял руки. Чингис Торокулович Айтматов. Повесть «Лицом к лицу».